Еврорадио.FM. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне і наша музычная рубрика «Такога вы не чулі» прадстаўляе гурт Эвент. Калі ласка, музыкі граюць сваю новую песню, новы трек «Old Legend». Такого вы не чулі? Гурт Эвент у жывым эфіры Еўрарадыё. Я думаю, што многія ведаюць, што гэта за гурт, і не раз сустракалі яго у падземным пераходзе на плошчы Якуба Коласа. Гурт сапраўды збірае натоўпы і нядаўна выпусціў свой дэбютны альбом, які называецца «Tomorrow». Сёння ягоныя удзельнікі Даніил, Уладзіслаў і Паліна прадставілі новы трек, які называецца «Old Legend», і, уласна кажучы, трек будзе уваходзіць у новы альбом, які вы зараз рыхтуеце. Ну да, мы планируем, конечно. Все треки, которые сейчас пишутся, они, естественно, попадут во второй, и планируем больше его сделать не акустическим, как первый, а все-таки какие-то ударные инструменты может добавить не кахон уже, а что-то посерьезнее. Ну, дарэчы, вось у якім годзе вы ўпершыню спусціліся ў пераход, калі гэта было? Менавіта ўжо ў складзе Эвент. Колькі гадоў вы ўжо там? Ну, это, я думаю, уже идет 5-й год. 5-й год. 5-й, да. Ну, і адразу, в прынцыпе, все сказалі, вау, які класны гурт, як бы вось хацелася б яго там чуць не на падземнай такой пляцоўцы, так, а недзе наверсе, вось. І вы вось нібыта там ужо перыядычна з'яўляецеся недзе наверсе, а потым зноў вяртаецеся ў пераход. Гэта, ну, як бы ваша фішка? Ну да, мы когда первый раз пришли в переходы, конечно, всем сразу понравилось, и все захотели видеть на больших сценах, но в то время в переходах это было что-то новое, и поэтому всех устраивало, в принципе, в переходах. Ну и для нас это было что-то новое, и нам тоже нравилось, вот. Ну, але чаму вы все ж не затрымаліся наверсе больш?
Ну да, это, можно сказать, наша фишка, мы постоянно возвращаемся туда. А на самом деле очень сложно отказаться от этого, потому что это никак не сравнится со сценой, какая бы она ни была. Но мы, в принципе, выступали и на больших сценах. И, ну, сам факт самой большой сцены, то есть как это выйти на большую сцену, это, то есть, отгородиться от, ну, как бы народа большей части, как-то уйти больше в какой-то шоу-бизнес, да, допустим, ну, как это видно со стороны слушателя. Артист, когда становится популярным, он все меньше и меньше достигаем для народа, да? Вот. А мы как-то, ну, вот, ну, мне лично очень нравится чувствовать сразу отдачу публики в переходе. Вот, поэтому переход это все-таки какая-то отдельная просто, отдельный путь даже. Это не ступенька ниже там сцены или там что-то хуже сцены. Это просто отдельный вид искусства. Поэтому. Я разумею, але ну ўсё жыццё ў пераходзе не будзеш граць, но Естественно. мусіш жа быць нейкія мэты. У нас У дедлайн музыкаў. 2021 год. І што адбудзецца ў гэты год? Э, Апошні канцэрт у пераходзе і больш Да, ніколі? да. Да. То бок яшчэ 3 гады. Ну, Ну, нормально. Нормально, Нам хватит. подходит. Да. Угу. Добра. Стыль, у якім вы граеце, я так разумею, не вельмі ўсё ж папулярны сярод слухачоў, таму, можа быць, гэта вас і ўтрымлівае ў пераходзе. Вы крыху, можа быць, ёсць нейкі такі ўнутраны страх, што раптам там не зразумеюць, раптам ніхто не прыйдзе на канцэрт. Ну, я считаю, что это нельзя так говорить, что это какой-то неинтересный, непопулярный стиль. Я думаю, что всем людям он нравится. Это можно заметить по людям, которые слушают нашу музыку. Это могут быть дети, взрослые или уже пенсионеры это слушают. Вот. Поэтому, чтобы сказать, что он не популярен, это тяжело. Вот. Але? Концерты. Вот концерты это сложная штука. Чем? Тем, что, во-первых, мы все учимся в разных заведениях. Это во-первых. Это очень мешает в развитии, на самом деле, проекта. Во-вторых, это, ну, можно сказать, наше неумение, все-таки мы не менеджеры, и все это организовывать немножко сложновато. Но мы вот уже давали интервью, на котором сказали, что хотим сделать концерт в Красном Костеле нашем. Вот. И, в принципе, вот эта идея самая реальная пока что. И, ну, Костел, это, конечно, небольшая сцена в прямом смысле этого слова, но все-таки это какая-то ступенька, это уже не переход. Поэтому, в принципе... Добра, як вы называеце стылістыку, у якой граеце? Классикал кроссовер. Гэта што значыць? Это стиль, который подразумевает смешение стилей или исполнение на несвойственных инструментах, допустим, на скрипке, там, дабстепа и электроники, ну, похожего стиля, но не на тех инструментах, которые для этого предназначены. Вот. Но это самый подходящий. Самый ближайший. Да, самый ближайший. Угу. Вы граеце толькі сваю аўтарскую музыку? Да. Да. Ніякіх кавераў, нічога лішняга? Хотя были такие планы Да. на какие-то красивые, если будут красивые какие-то произведения, там вот, или белорусские, может быть, какие-то украинские какие-то произведения, чтобы это что-то такое национальное было, вот, сделать на это кавер. Ну, никогда не говори никогда, поэтому, конечно, если там захочется, почему бы и нет. Если будет действительно красивое что-то, что это можно, что мы можем сделать, тогда мы это сделаем. Угу. Ну, глядзіце, вы ўжо 5 гадоў як у пераходзе граеце, так? Вось паступова там выпускаеце сінглы, але няма такога адчування, што вы вось усё ж неяк так па коле ходзіце, ці вось проста такі нейкі проста ж стіль, а хацелася б нейкага такога моцнага ветру. Ну, вот Даник сказал, что мы не менеджеры, мы музыканты, поэтому мы как бы стараемся по мере возможности что-то сочинять, что-то выпускать, что-то показывать людям, но вот для какого-то вот подъема, взрыва, вот, ну, мы музыканты. Окей, але трэба неяк так себе падаваць, каб вас заважылі менеджеры тады. Што вы для гэтага робіце? Уважаемые менеджеры, если вы слушаете этот эфир... Гучней гавары, бач, ты нават не можешь гучно сказать, как Да, тебе пошли позвоните менеджеры. мне. Нет, на самом деле мы всегда обсуждаем какие-то пути развития, и хоть это и не выглядит вообще, как будто мы о чем-то думаем по нашим страницам ВКонтакте, ну, потому что там мало чего появляется. Но, опять-таки, почему мало чего? Чтобы лишний раз не тревожить публику. То есть, если у нас что-то выходит, там, какая-то запись, это значит что-то важное. Вот, например, эфир сегодняшний. На самом деле мы уже работали со многими менеджерами, если можно так сказать, но как-то вот у нас не пошло. То ли
мы не готовы для этого, или же неподходящие менеджеры были, может быть, это не те люди какие-то, может, страна неподходящая, не знаю. Вот так. Окей, магчыма, вас больш заўважыць, калі вы зробіце нейкую калабарацыю з модным папулярным выканаўцам. Напрыклад, вось прапануеце там Бакею, рэперу, скажаце, вось давай зробім што-небудзь такое цікавае, сумеснае, і вось тады вас заўважыць і вашу музыку яшчэ больш. Не думалі пра гэта? Творчество — это очень интересно в любом случае, с любым исполнителем. Просто тут вопрос, не думали ли мы об этом, а подумают ли они об этом. Ну, чему? как бы, ну, вы ўсе равеснікі, вы ўсе, ў прынцыпе, варыцеся у як бы адной плыні. Ну, в любых каких-то сотрудничествах должно быть двойная выгода какая-то. Ну, в современном мире так делается, вот. Поэтому, в принципе, ну, тогда, не знаю, чем мы должны быть интересны. Что мы можем предложить. Да, что мы можем предложить такого, что заинтересует там, вот, допустим, рэперов каких-то. Ну, вы класна граеце, класную музыку, у класным стылі, чаму не? Ну, мы попробуем. Карацей, гурт Эвант — гэта такія сіплыя хлопцы і дзяўчына, якая ўвогуле маўчыць. Ось. Дарэчы, складана быць адной дзяўчынай у камандзе, дзе два хлопцы, якія цягнуць на сябе, магчыма, коўдру? Нет, не сложно. Я бы сказала, может быть, проще, даже чем если бы мы были все одинаковые. Да, потому что, ну, как бы мы разные, и что-то дополняется. Таким образом, да. Я что-то вношу свое такое, они могут мне чем-то помочь. Ну, что-то в этом роде. То есть каких-то сложностей нет. Я бы сказала наоборот. Ну, вы же недавно играете, так, Полина, у команде? Да, я играю с прошлой весны. Или с этой. Ну, которая была. Вы до того, як вас запросили, сустракалі гэтых хлопцаў у пераходзе? Ведалі, што будзе? Да, ну мы же все как бы в одном варимся деле, поэтому я видела и знала, и ну, все такое. На что подписывалась, То знала. бок, ведали, што пераход, мяне чакае пераход. І як вам у пераходзе? Ну, нормально. Ну, то есть как, ну, когда мне предложили, я же поняла, что меня зовут там не кататься по Мальдивам, что ну, переход, да, я согласилась. Да, хотя не факт, может, еще Хотя на Мальдивы да, заедем. Ну, дарэчы, вось лета, это заўсёды я ведаю музыкі, там, асабліва класічнай музыкі з кансерваторыі заўсёды ехалі ў свой час вось на асфальт, там у Нямецчыну. Вось вы ўжо спрабавалі нешта такое. Я памятаю, мы з вами некалькі гадоў таму рабілі інтэрв'ю, і вы казалі, што вы вось плануеце там недзе за мяжу паехаць і такім чынам провести вакации. Да, мы каждое лето это планируем, но не всегда это успешно получается. Традиция планировать. Какие-то, опять же, мы музыканты, а не менеджеры, поэтому уже визы и все такое, это уже начинаются какие-то проблемы. Вообще говоря, это оправдание на все века, мы не менеджеры. Я бачу, что ваша проблема менавіта ў тым, что вы не можете домовиться с собой. Зато мы хорошо играем. Ну, вы нечто хотели сказать? Ну да, говорят, что музыканты, в принципе, рассеянные люди, они витают постоянно где-то. И вот нам очень чувствуется, что нам не хватает организованности. Может быть, нам нужен какой-то человек извне, который бы нас как бы держал в каких-то рамках. А то мы там ходим, да, там и тогда, не тогда, и вот и все. И в итоге это все не успевается, не делается, и все. Зато и музыка играется. Карасі менеджеры. Сёння у жывым эфіры Еўрарадыё у музычнай рубрыцы «Такога вы не чулі» выступіў гурт Эвант. Гурт гэты добры, я вам адказваю. Ён шукае менавіта чалавека, які будзе іх трымаць у руках і прасоўваць на розныя пляцоўкі, у тым ліку і за мяжу. Так што звярніце ўвагу. Маша Калеснікава была пры мікрафоне. Дзякуй вам. Шчасліва.